Сегодня в Зернышке работает 3 логопеда, нейропсихолог, дефектолог, художник и ведется подготовка к школе. Также начал работу учитель начальных классов. Она поможет ребятам сделать домашние задания и заполнить пробелы по изученным темам. Открыт набор на изучение якутского языка для взрослых и детей. Также в планах у Анастасии открыть кружок МВД «Мужчина в доме». Там они будут электрику проходить, там розетки, вот такое все, чтобы мальчиков готовить ко взрослой жизни. Там очень интересные занятия будут. И планирую еще ораторское искусство. Нашей съемочной группе удалось посетить урок подготовки к школе. Группа детей небольшая, всего 8 человек. Так, рассказывает педагог, дети усваивают информацию лучше. Отработать тему получается с каждым индивидуально. Дошколята с интересом слушают Анастасию Борисовну, поднимают руку, как положено в школе, отвечают на вопросы. Мы сегодня проходили букву «М», делали звукобуквенный анализ, подготавливали руку к письму, обводили матрешку, называли слова на этот звук сами, чтобы они говорили. Выполняют задания будущие школьники внимательно и очень аккуратно. Делаем лабиринты какие-то. Тут по буквам проходишь вот так вот. Оп, 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 и к морозу. Тебе нравятся уроки, Анастасия? Очень. И мы постоянно учим буквы и цифры. Учимся читать, писать. В Зернышке Анастасия ведет не только подготовку к школе у 6 групп, но и занимается с детьми с задержкой речевого развития. Ставит звуки тем, кому необходимо. Что там? Мешок. Мишок. Мешок. Шоп. Шок. Все, милоченька. Ура! Спасибо! Также Анастасия работает в детском саду «Сказка», ведет занятия в коррекционной группе со сложными детьми, где процесс работы поставлен иначе. Требуется больше времени, больше терпения. Но и воспитанники таких групп со временем учатся правильно говорить, подтягиваются за сверстниками и успешно поступают в школы. Когда правильно выговаривают звуки, они потом идут куда-то на конкурсы, рассказывают стихи. Ну и так встречают в городе, все обнимаются и помнят тебя. И родители приводят новых детей, следующих детей. Там одни позанимались, еще ведут, там знакомым советуют. Сейчас сложно представить образовательный процесс без задействия современных технологий. Именно поэтому Анастасия Борисовна в своей работе старается шагать в ногу со временем. Так, например, для поддержки интереса у детей к логопедическим занятиям она использует интерактивные технологии. Постоянно проходит новые курсы, повышает квалификацию. Но и на этом учитель-логопед останавливаться не планирует. Впереди еще много детей, нуждающихся в помощи, и новые уникальные методики работы с ними. Светлана Болеева, Алексей Семенов, Ленск.